Трамп оправдал Путина и намекнул на проигрышную позицию Зеленского. В Белом доме грандиозный скандал и раскол под Санкт-Петербургом. Взрывы, а в Узбекистане шумят из-за информации о продаже территории Китаю. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Штурм позиций и окружение 10 тысяч украинских военных. В центре внимания Курская область. Оказались ли ВСУ в котле? Что известно? Взрывы в Ленобласти, нештатная ситуация в питерском аэропорту Пулково, а также попадание в цель. БПЛА ударили по стратегическому объекту РФ. Трамп заявляет о понимании стратегии Путина и делает заявление о непростом положении Украины. В Киеве же считают, что Москву принудят к миру. Детали. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Россия нанесла удар 2 баллистическими ракетами по центру украинского города Доброполье. Теперь 8 марта – день траура в Донецкой области. Атака стала одной из самых жестоких за последнее время. Под ударом многоквартирные дома, колоссальные разрушения, десятки выжженных квартир. В Доброполье 11 человек погибли и 30 ранены. Повреждены 8 многоэтажек, торговый центр и 30 автомобилей. В Украине уточняют, что Россия нанесла второй удар по той же локации в Доброполье, когда на месте работали спасатели и медики. Зеленский назвал эту тактику подлой попыткой запугивания. А уже так россияне бомбили Одессу. Это была целая серия взрывов. Цель – промышленные здания и АЗС. Задеты также дома мирных жителей. Срочную и вынужденную посадку самолета совершили в России. В питерский аэропорт Пулково не пустили лайнер из-за ведения плана «Ковер». Украинские БПЛА долетели до Ленобласти. Там впервые за долгое время вновь прозвучали взрывы. ВСУ бомбят нефтяные объекты России, которые снабжают армию РФ топливом. В Петербурге заявили, что БПЛА сбивали, но высокоточные обломки попали в резервуар на заводе Кириши-Нефтеоргсинтез. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой уничтожен на территории предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет. Экстренный режим и план «Ковер» накануне был объявлен и в других российских городах. Небо закрывали в Волгограде и Саратове. Гремели взрывы в Брянской области, Ярославской. В Минобороны РФ заявляют, что смогли перехватить или уничтожить 43 БПЛА. Сколько же перехватить не удалось, в Москве традиционно не говорят. ВСУ впервые за 7 месяцев операции в Курской области оказались в тяжелом положении. 10 тысяч военных ВСУ находятся под угрозой окружения. Об этом пишет The Telegraph. Войска Кремля начали наступать после того, как США прекратили делиться с Украиной разведданными. Теперь оккупанты могут действовать более свободно и планировать атаки, не попадая в поле зрения Украины, пишет The Telegraph. Президент Дональд Трамп запретил американским частным компаниям и коммерческим службам предоставлять Украине спутниковые данные, из-за чего аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила доступ Украины к своим спутниковым снимкам. Maxar является основным поставщиком коммерческих спутниковых изображений для Украины, которые показывали перемещение российских войск, а также состояние важных операций, в том числе внутри России. Из-за того, что украинские военные могут оказаться в ловушке, а россияне приближаются к жизненно важным линиям снабжения украинской армии, в западной прессе, да и в военном сообществе Украины уже обсуждается то, что в течение ближайших недель ВСУ могут выйти с территории России. Об этом, напомню, команда «Нехта» рассказывала в предыдущих выпусках. Z-паблики вообще сообщают, что в эти часы в Курской области РФ штурмует позиции украинцев. В то же время украинское издание РБК «Украина» со ссылкой на свои источники пишет, что ВСУ не находятся в окружении и пока не собираются отходить с позиций. А как вы считаете, не являются ли подобные действия Трампа по приостановке передачи разведданных неким планом? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Переговорная позиция Зеленского ослабла еще сильнее, а армия Киева несет потери. И все это последствия решения Трампа о приостановке военной помощи Украине. Издание The Times со ссылкой на свои источники, как в украинском правительстве, так и в военных кругах, пишет о гибели сотен военнослужащих с начала паузы, которую объявил президент США. И снова-таки авторы этого издания также пишут о патовой ситуации для Украины под Курском, а также на других участках фронта. Вместе с разведданными Киев лишился и зарубежных специалистов. Они уехали из страны. Усугубляя украинское чувство покинутости, группа западных партнеров, помогавших получать и обрабатывать спутниковую разведывательную информацию в военном штабе в Киеве, покинула страну, сообщает источник, близкий Генштабу Украины. «Никого не осталось», — сказал он, отказавшись уточнить, каких именно партнеров он имел в виду. Украина, отмечу, официально не заявляла о больших потерях и глобальных проблемах на фронте после появления информации о приостановке военной помощи со стороны США. В Киеве говорили, что ВСУ уже знают, как действовать, когда союзники подводят, поэтому умеют быстро адаптироваться. То есть такие периоды были. В связи с этим, и зная это, постоянно занимаются Министерство обороны и силы обороны Украины над тем, чтобы улучшать своего рода возможности, но быстро не сделается, особенно в космосе, например. И мы здесь работаем с нашими союзниками, которые пытаются тоже подставить плечо в информационной разведной деятельности и Британцы в этом плане больше связаны с американской системой, но есть свои возможности. А американцы поставили задачу, довели до всех союзников, все то, что они им дают, в Украину поступать не может. CNN же сообщает, что все-таки Украина продолжает получать некий массив данных от США. Но, конечно, это уже не прежние объемы, ведь Вашингтон не хочет, чтобы его считали стороной, которая активно помогает украинцам. Украина стала близка к своей цели. За стол переговоров Киев может сесть не на условиях России. Есть все предпосылки к многостороннему прекращению огня. Если РФ продолжит вести себя так же, как она вела себя все эти годы и в последние недели, бомбя Украину, то Трамп может сделать так, что Москве придется заплатить за свои действия. Так считают в украинском офисе президента. Там также говорят, что скоро Кремль почувствует, что такое принуждение к миру. На мой взгляд, основное принуждение надо немножко еще дать времени, опять же, дать время на конструктивные переговорные коммуникации между Украиной и США, для того, чтобы окончательно расставить точки над «и» и синхронизировать позиции. И нужно дать еще небольшое время для того, чтобы Соединенные Штаты провели уже обстоятельные переговоры с Россией, осознав то, что Россия неадекватна, не готова к каким-то конструктивным переговорам, и, соответственно, увидим мы с вами вот это как раз-таки полноценное принуждение. Трамп же, судя по его заявлениям, считает немного иначе. Он говорит, что ему будет проще вести переговоры с Путиным. Мол, у него есть все карты на руках, чего не скажешь про Зеленского. Кроме того, Трамп оправдал Путина за его приказы бомбить Украину в тот момент, когда из США не поступает помощь. На самом деле, я думаю, что он делает то, что сделал бы любой другой. Думаю, он хочет остановить это и урегулировать, и, похоже, он бьет по ним сильнее, чем раньше. Думаю, на его месте так поступил бы кто угодно. Он хочет закончить это, и, думаю, Украина тоже хочет этого, но я не понимаю, это безумие, что они терпят такие огромные потери. Белый дом стал полем битвы. Илон Маск довел ситуацию до кипения и напал на госсекретаря США Марко Рубио. Все произошло за столом из красного дерева в присутствии Трампа и еще десятка людей. Американский миллиардер, которому совсем недавно дали власть и должность в администрации президента США, теперь недоволен Марко Рубио. Он обвинил его в неспособности управлять Госдепартаментом, указав на его неудачи в сокращении штата и намекнул на то, что тот хорош только на телевидении, но не в реальном управлении. О скандале за закрытыми дверями пишет Нью-Йорк Таймс. Издание напоминает, что напряжение в окружении президента США растет из-за действий Маска. Он стал слишком много себе позволять. И в этом споре с Рубио его остановил именно Трамп, который выступил арбитром, пишут авторы материала.
После того, как спор затянулся на неприятно долгое время, мистер Трамп наконец вмешался, чтобы защитить мистера Рубио, заявив, что тот делает отличную работу. Президент отметил, что у Рубио много дел, он очень занят, постоянно в разъездах, часто появляется на телевидении и управляет агентством. Поэтому всем нужно просто работать вместе. Западная пресса напоминает, что Трамп ограничил некоторые движения Маска после такой ссоры, а вот сам президент США не признает, что внутри его команды есть напряжение. Он даже опровергает подобные сообщения. Трамп заявил, что никаких стычек и ссор не было, а Илон Маск отлично ладит с Марко Рубио, и этот дуэт проделывает фантастическую работу. Это была цитата. А вы как считаете, не бывает дыма без огня, ведь так? Европейские депутаты подписали декларацию в поддержку демократии в Беларуси. Об этом сообщает Радио Свобода. Конференция «Права и авторитаризм. Кейс Беларуси» собрала представителей 17 парламентов и стала ареной для решающих заявлений. Мероприятие прошло в Италии. Европа не будет в безопасности без свободной Беларуси. В этом уверена лидер Демсил Беларуси Тихановская. Римская декларация – это обещание поддержки и защиты прав белорусов, включая и освобождение политзаключенных. 30 евродепутатов подписали этот документ, который теперь будет представлен в национальных парламентах и в европейском. Представители Демсил в Италии упомянули и украинско-белорусские отношения. Я рада, что президент Зеленский сказал, что граница Европы должна быть восточная граница Беларуси. Мы с этим полностью согласны, поскольку Беларусь и Украина принадлежат Европе. Мы не можем оставаться за железным занавесом. Страны Восточной Европы должны поддерживать друг друга в противостоянии российскому влиянию, потому что мы сталкиваемся с одним и тем же врагом. Скандал в Ташкенте. Кадастровое агентство Узбекистана разгромило слухи о продаже земель китайцам. Сообщения о том, что узбекские территории как на подбор уходят представителям Поднебесной, являются недостоверными. В Ташкенте заявляют, что Узбекистан не раздает и не продает свои земли иностранцам, лишь дает возможность арендовать. Власти призывают граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию. Волна негодования возникла после появления в соцсетях сообщений о том, что в Ташкенте стало много граждан Китая и что узбекские чиновники начали продавать столичные земли китайцам. Кадастровому агентству пришлось объяснять, что даже если земля и взята в аренду, то приватизировать ее тоже не удастся. Авторам таких публикаций о покупке земли китайцами напомнили об ответственности за распространение фейковой информации. Таким образом, сообщение о том, что наши земли передаются иностранным гражданам, не обоснованы и распространяются без полного изучения вопроса. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.